В успех женского хоккея сегодня многие не верят. Не верил и Олег Тарасов, когда 7 лет назад к нему обратился Александр Литвинцев с идеей сформировать девичью команду на базе клуба «Энергия». Тем не менее, такая команда появилась. И не одна, а целых две. Старшая – это девчонки 90-93 года рождения. В соревнованиях дальневосточной зоны долгое время оставались на второй позиции, несколько уступая хабаровскому самородку. В конце прошлого года 13 хоккеисток «Энергии» вошли в Олимпийские резервы России, а 4 спортсменки – Ирина Афанасьева, Маша Кириленко, Оля Юрченко и Зоя Полунина уже играют в молодежной сборной клуб «Скифы» и даже участвуют в турнире Европы. Когда мы были на вторых сборах, естественно, когда я уже поехала в Германию, в Мюнхен, городок Бад Толс назывался, первая игра у нас была с Францией. Мы выиграли их 4-2. Да, 4-2. И по окончанию игры тот, кто выиграл, тот и должен был ставить гимн. Ну, чья страна выиграла, тот должен был ставить гимн. Но там включили не понять что. И нам главный тренер России Верясов Александр Сергеевич сказал, чтобы мы сами пели гимн. И просто девчонки все как-то на живье запели, и было очень интересно. Даже потом, когда был совет директоров по хоккею, Федерации хоккея, нас похвалили за это дело. Еще каких-то пару месяцев назад сборная Дальневосточного федерального округа, это наши девчонки плюс 3 хабаровские хоккеистки, проводила сборы на базе клуба «Энергия». А уже в первых числах марта команда «Энергия-Д» возвращалась из города Бердск Новосибирской области с первой серьезной победой. Перед финальной игрой в 3-й всероссийской спартакиаде они уже разгромили Казань со счетом 17-6, а Москву в сухую 4-0. Соперницы с Урала, в составе которой 8 членов молодежной сборной, казались непобедимыми. И все-таки наши хоккеистки совершили невозможное. Это была, самая, наверное, лучшая игра за все это время, за все 7 лет. Такой игры я еще не видел. Играли все абсолютно. Никому ни к одной из претензий предъявить невозможно было. Немножко мешало волнение, но я не побоюсь сказать, что наши девчонки смотрелись гораздо эффективнее, гораздо лучше, чем члены сборной молодежной России. И то, что нас задвигает в тень, это только все потому, что мы сдалека, с периферии. Прямо с поезда девчонки отправились на корт, где в это время как раз играла команда ветеранов клуба. Когда-то они помогали начинающим спортсменкам советами да подсказками, а нынче могут гордиться успехами своих воспитанниц. Вице-президент Федерации хоккея Республики Олег Тарасов, который поначалу настороженно отнесся к созданию женской команды, тем не менее все эти 7 лет поддерживал девчонок и ни в чем им не отказывал. Надо полагать, после этой победы последние границы между привилегированным мужским и казавшимся менее серьезным женским хоккеем окончательно стерты. Олег Владимирович, видимо, это уже понял и сделал нужные выводы. Имеем то, что имеем. Во-первых, они стали чемпионами Дальневосточного федерального округа и уже за федеральный округ завоевали первое место. Молодцы. Теперь придется на них еще больше тратиться. Ну а девчонки в долгу не останутся. У них впереди еще непременно будут большие соревнования и громкие победы. Это они уже доказали.